И вот сейчас мы непосредственно пройдемся по стадиям, про которые мы говорили. И потом у нас будет небольшая работа в малых группах и обед. Так, порядок разработки документов. По идее, в идеальном мире, почему вообще зарождается документ какой-то? Да? По идее, проект нормативно-правового акта, он зарождается из какой-то проблемы. Мы не с потолка берем, что нам нужно какое-то общественное отношение отрегулировать. У нас где-то проблема состоялась, да? Что-то не отрегулировано, где-то коллизия, где-то что-то, в общем, не вяжется. Из этой проблемы мы должны уже рождать норму права. Но перед тем, как ее родить, мы должны ее со всех сторон посмотреть. Мы должны проанализировать, что на практике происходит, какие группы интересов это затрагивает, как это раньше регулировалось или не регулировалось, почему. Ну, по идее, это большая работа, но опять же, вот в том, в чем мы варимся, мы не успеваем это сделать. Нам просто говорят, разработайте вот такой-то, такой-то, этот. И все, и мы разрабатываем. Мы не успеваем все это проанализировать, и, соответственно, выходит то, что выходит. Определение сферы законодательного вмешательства. Предмет регулирования, опять же. Нам не нужно порождать 10 законов там, про земельные вопросы. У нас есть там земельный кодекс, есть определенные там законы, которые вытекают из земельного кодекса. То есть вот мы должны только в рамках этого предмета регулирования работать. Выбор правового регулирования. Опять, почему это закон всегда? Или почему это постановление Кабмина? Сейчас какая практика, если вы увидели, сейчас некоторые регулирования сносятся на приказы, на уровень приказов. То есть говорится, что там порядок ведения того-то утверждается уполномоченным органом. И теперь он своим приказом порядок этот утверждает, не Кабмин. И они недавно приняли, если вы видели, порядок как раз продвижения таких актов, правовых актов министерств, которые вытекают из этих законов. У них порядок, в принципе, практически схожий, но единственное, вся ответственность ложится на министерство, оно само продвигает, само определяет, с кем общественное обсуждение провести, сам должен опубликовать, подписать и так далее. И он как бы тоже обязателен для исполнения. Ведомственное нормотворчество называлось это раньше, вот до 2009 года оно было в законе об НПА, когда министерства своими приказами имели право принимать нормативные правовые акты. Тогда это очень плохо работало, очень много было коррупционных норм, каких-то недочетов в их приказах, кто-то их не публиковал, не показывал и так далее, и тогда пришлось эту всю практику прекратить и вынести это все на уровень постановления Кабмина. Вот сейчас опять уходят к практике локального, но сейчас уже, видите, больше инструментов обсуждать их, показывать и так далее. Потом непосредственно разработка проекта закона и продвижение. Вот на уровне, допустим, министерства, из практики могу сказать, как происходит разработка. Далее специалисту, неизвестно сколько лет опыта у специалиста, нового, без разницы, да, у тебя есть должностные обязанности, тебе дают задачу разработать законопроект. Да, ты его разработал, он посмотрел, там руководитель посмотрел, заместитель там руководителя, да, то есть какая-то там идет шлифовка. Но это опять же в процессе вот этого всего огромного документа оборота. И, соответственно, самостоятельно один человек отрегулировать какие-то важные общественные отношения и понять всю проблематику он не сможет, он будет только со своей стороны это смотреть. Поэтому вот эти все процедуры, которые потом расписаны, они, по идее, должны быть нацелены на повышение качества того проекта, который я как специалист разработала в одиночку. Да? Вот мне дали проблему, я там как смогла, так и разработала ее. И вот в последующем она должна как бы шлифоваться, грубо говоря. Сейчас алгоритм законотворческого процесса выглядит так. Вот вы разработали законопроект, если он затрагивает бизнес, сначала вы делаете анализ регулятивного воздействия перед разработкой. По идее, проблематика берется, и на нее делается анализ регулятивного воздействия. И вот если он говорит, что только можно законодательно вмешаться и больше никак, тогда мы приступаем к разработке. Если он говорит, что можно там что-то, какой-то другой альтернативный вариант использовать, по идее, мы должны пойти этим способом. Но опять же, практика чаще всего такая, что законопроект уже есть, вспоминают, что нужен анализ, начинают быстро готовить анализ к нему, и вот как бы он есть. Да? Общественное обсуждение. То, что внесено сейчас в закон об НПА, 15 дней, не менее 15 дней. То есть, по идее... Рабочих дней, да. Но по идее, это что означает не менее? То есть 15 вы можете больше выбрать, как разработчик. На практике, конечно, я сомневаюсь, что кто-то будет больше 15 дней ждать, потому что практика с 30 днями такая была, что они 15 дней ждали, а потом согласование начинали. Хотя еще 15 дней должно было висеть, да, на сайте. Сейчас как бы не менее 15, но все-таки я думаю, что, может быть, какие-то будут государственные органы, которые будут страховаться, делать более долгое обсуждение, особенно по важным вопросам. Надежда такая. Если проведены какие-то дополнительные мероприятия по обсуждению, круглые столы, слушания, вот как я сказала, вот срок сокращается до 10 рабочих дней. Затем идет согласование с государственными органами в Министерстве юстиции. Они согласовывать должны не только с госорганами, как я сказала, но и с группами интересов, с группами лиц, чьи интересы затрагиваются. Согласование проводится в 9 рабочих дней, в Минюсте 10 рабочих дней, потому что они проводят специализированные виды экспертиз.
То есть Минюст, он обычно последний получает это все, смотрит, ну, и сейчас, наверное, параллельно они это все делают. Раньше Минюст вообще последний все получал, и он смотрел еще, что другие госорганы сказали. И они проводят специализированный вид экспертиз. Там, если очень большой документ, там у них срок немножко больше становится, там, 15 дней. Потом идет доработка проекта. Раньше были такие документы, матрица разногласий, это когда нужно было сказать, вот государственный орган дал мне какое-то замечание, я ему обратно матрицу отсылаю, говорю, вот ваше замечание, вот мое обоснование, что я его не учла, ознакомьтесь, подпишите, отправьте. Сейчас это все убралось, сейчас вы просто, если не согласны, вы делаете сводную таблицу, пишите, вот мне дал госорган такое замечание, я с ним не согласилась, и все это отправляете дальше. Ну, то есть сейчас уже такой вот переписки большой нету. Затем, если все хорошо, Кабмин одобряет этот законопроект, да, то есть председатель Кабмина соглашается с законопроектом. Но в Кабмине, в администрации президента сейчас есть свои отделы внутренние, они тоже проводят свой правовой анализ, слушают друг друга мнение, зачастую возвращают документы, либо заставляют перерабатывать какие-то нормы права, то есть там тоже своя работа, да, идет. Затем мы вносим Джуркинеш. Я расскажу про процедуру, как Джуркинеш рассматривает законопроекты. Затем президент, если согласился, он подписал. Проект должен быть опубликован и внесен в Государственный реестр НПА. Вот кто-нибудь знает, что такое Госреестр НПА? Минюст ведет. Минюст ведет, да. Он должен обязательно регистрировать принятый НПА. Да. Да. Это регистрация принятого документа, внесение его в централизованный банк данных, чтобы мы все могли с ним ознакомиться. У него есть срок, там в течение 7 дней после принятия нужно отправить в Минюст, и внесение в Госреестр является обязательным условием юридической силы документа. Если в реестре его нет, но он опубликован даже, вы его читаете, но он в реестр не попал, он юридической силы не имеет. Раньше эта норма вводилась, потому что не было вот этой единой базы НПА. Нужно было как-то заставлять госорганы отправлять все это в один источник, чтобы он потом формировал какую-то единую базу и доступ к этой базе. Да? Сейчас все равно эта норма осталась, это, наверное, просто систематизация или кодификация процесса. Но Госреестр нужно проверять, потому что были такие акты органов местного самоуправления, которые не попали в реестр, но ими активно пользовались. Еще говоришь, что в реестре нет, они говорят, нам все равно. Мы их приняли, мы их там опубликовали по своим процедурам, мы будем их применять. Но закон как бы говорит, что без Госреестра у вас юридической силы документа нету. Да, это зависит. Очень сильно зависит от того, какой законопроект. Ну вот если примерно... Господи, что это было? Ладно. Надеюсь, не вырубится. Да, надеюсь, нормально сейчас проведем. Если это какой-то технический документ, там, небольшое внесение изменений, то оно, в принципе, вот по вот этим срокам укладывается. Да, там, сколько там Кабмин смотрит. Я даже не знаю, сколько смотрит администрация президента. Там зависит, наверное, тоже от их нагрузки. Все зависит от, как говорится, вообще зависит много от самого госоргана, насколько у них политическая воля есть и тому подобное, от министра, да? Если госорган слабенький и он там не приделывает свои ноги, как мы говорим, руки, который бегает, там, согласовывает, это все может идти намного дольше. Иногда там доходит до больше года, вот просто пинают документ, как-то получится, он закидывается в правительство, например, там аппарат, они его выпинывают через определенное время. Потому что вот сейчас Аяна рассказывала, раньше были матрицы разногласий. Сейчас они просто матрицу вот это согласование отправляют, а здесь вопрос зависит чаще всего от вице-премьеров или от председателя Кабмина, есть ли у него политическая воля преодолеть. Если он говорит, этот документ важный, мы это всего, мы не учитываем, и мы принимаем, они принимают быстро. Там даже вот бывает, Кабмин забирают, получается, они тут же подписывают без согласования документы. Вот когда надо что-то им срочно, там, не знаю, что было такое прям срочное? Можно ли, есть ли вообще такая потенциальная возможность признать действия, допустим, норматворческого органа, принятого тот или иной НПА, который не включен в последующий реестр, признать незаконными действия? Действия? Да. Если он применяет этот акт. Я думаю, да. Я думаю, можно, потому что юридической силы документа не было. Как? Это только запросами узнавать, включен ли в реестр или нет, Минюст, да? Вообще в централизованном банке данных вот есть реквизиты, вкладка, там обычно написано, в какой момент он был включен в Госреестр. Если там этого нету, то лучше, наверное, переспросить на всякий случай, потому что я так поняла, что ЦБД Минюстовская все равно периодически какие-то там ошибки выдает. Можно переспросить их. И не все публикуется в ЦБД.
Вот что плохо, что Да, они не все успевают публиковать, либо там неправильно могут опубликовать. Поэтому лучше, если прям 100% хотите все-таки взять у них официальный ответ, спросить, да, есть в реестре или нет, и потом уже можно будет идти с этим вопросом в суд. Кто-то несет ответственность, то, что не включили в реестре. Вот забыли про это. Ну, вообще ответственность, во-первых, направление в Минюст лежит ответственность на органе, издавшем акт. Тот, кто издал, тот должен направить. А в Минюсте свой как бы отдел несет. Ну, у них, наверное, больше дисциплинарная ответственность, я думаю. Никакой там уголовщины и так далее нету к этому. Есть, да? Дисциплинарная, да. Дисциплинарная ответственность. Как раз не нужно убрать, да? Как? Как раз не нужно, можно убрать. Да. Выбор. Если это он действительно виноват. сразу находят и все. Да, ну, смотрите, да, есть законопроекты, опять же, которые очень быстро принимаются. Все, ну, есть законопроекты, это еще зависит от разработчика. Если он хочет все-таки подольше его поддержать, пообсуждать, чтобы потом к нему претензий не было, он может долго рассматриваться. Потом вот правильно то, что вы сказали, то, что сводная таблица же отправляется, там же нужно в администрации президента решить, кто прав, кто виноват, то есть они должны уже поставить точку. Вот здесь госорган говорит, я не прав, а разработчик говорит, это нет, на самом деле не так, я не согласен. И вот кто-то же должен сказать, кто из них на самом деле прав, чью точку зрения поддержать. И там вот отделы работают, потом это вице, да, председатель и так далее. Ой, как они, заместители председателя называют сейчас. Вот, поэтому ну, тоже своя работа проводится, и все зависит, наверное, от вопроса, который регламентируется. Вот в рамках дебюрократизации, например, законодательства, законы, особенно на утрату, которые вот были, там 30 штук, да, они быстренько очень это все. Потом в рамках приведения в соответствие с решениями Конституционного суда они тоже быстро принимаются, потому что Конституционный суд сказал, не соответствует Конституции, что тут сделаешь, да? Все, надо принимать быстренько поправки. Тут уже от этого не уйдешь. Вот в ЖК, если вам интересно, да, сколько времени. Там на регистрацию только около 2 недель проходит. То есть он заходит на регистрацию в 2-дневный срок юрслужбы. Юрслужба, по идее, она может только сказать, что не хватает каких-то документов сопроводительных или там с техникой, да, проблема какая-то с нормотворческой. Но иногда бывает, что юрслужба еще дополнительно начинает экспертизу делать, и что-то там, ну, я слышала, такие случаи бывают, и начинает уже с разработчиком коммуницировать. Хотя, по идее, это просто вход законопроекта в ЖК. Вот они дают свою в 2-дневный срок справку о соответствии регламенту. Есть такая группа по нацбезопасности при спикере, при Тураваджу-Аргминеше. Я не видела ни разу их справок, но оно в регламенте сидит, что они должны в 3-дневный срок дать свою справку о том, что проект как бы не затрагивает вопросы национальной безопасности, там, ну, не ограничивает что-то и так далее. Я, честно, ни разу не сталкивалась. Если все здесь хорошо прошло, отписывает спикер уже непосредственно в структурное подразделение, в комитет определяет, да, какой будет ответственный. Это может быть один комитет, если там, допустим, мы про финансы говорим, это будет профильный комитет. Если вот как типа земельного кодекса и так далее, там все комитеты, но один идет главный, ну, сводный комитет. И потом они должны разместить на сайте. Вот если на сайт Джоркинеша зайдете, там видно, что вот зарегистрированы такие-то акты. Обычно там должна быть информация сразу, кому они отписаны, но они почему-то ее не обновляют. Я вот несколько раз пыталась отследить. А по идее там вся должна быть информация, вот он зашел, отписан тому-то, как бы, и там уже вы смотрите по повесткам, когда комитеты состоятся и так далее. Вот, может проект закона вернуться, опять же, если они не соответствуют вот этим статьям регламента, про которые говорилось, сопроводительные документы, техника, вот если не соответствие выявила юридическая служба, то они возвращают документ инициатору. У них тоже есть вот отделы, про которые вы сказали, да, которые проводят специализированные виды экспертиз. Я не знала, что это один человек, который там сидит и все проводит. По идее, это структурное подразделение, которое также экспертизы проводит, как на уровне Кабмина это делает Минюст. Вот. И лингвистическая экспертиза у них предусмотрена. Вот там они смотрят как раз-таки аутентичность текстов, правильно ли переведено, формулировки и так далее. Они, по идее, там это должны смотреть. Не знаю, там как это проводится тоже, но это предусматривается. Теперь, как принимаются законы? Они принимаются, вы знаете, да, есть определенные процедурные моменты. Сначала закон рассматривается комитетом, комитет его готовит на слушание. После каждого слушания возвращается комитет, он опять готовит его к следующему слушанию. Поэтому все законы принимаются только после рассмотрения профильных комитетов. Комитеты — это те же депутаты, которые разбиты по профилю, да, своему. Там Конституционный комитет, там несколько депутатов сидит, финансовый и так далее. По процедуре 3 чтений обычно принимается. Возможно принятие одновременно в 3 чтениях. Там есть в регламенте Джоркинеша, по-моему, расписаны, какие там вопросы могут быть. Это такие об объявлении там какого-то дня, ну, нерабочим, да, вот какие-то такие вопросы, которые не требуют прям 3 чтений, да, рассмотрения в 3 чтениях. Те, которые... Как?
Могут принять, да. Но там есть определенный перечень, по которым они могут принимать. Вот. Если вносятся изменения в Конституцию, конституционные законы, госграница, не менее 3 чтений, иногда 4-е чтение могут назначить. Но я тоже не помню, чтобы 4-е чтение назначали, но они могут. И иногда президент может не согласиться с тем документом, который ему внесли Джуркенеши. Он может наложить свое вето. И вот когда они работают с вето президента, они образуют согласительную комиссию, которая работает над всеми замечаниями, которые поступили от президента. И вот это подготовленный законопроект согласительной комиссии, он тоже проходит вот эти процедуры. Только немножко сокращенный, но он тоже должен пройти чтение. Как? В комиссию входит обычно разработчик, кто-то от аппарата администрации президента, кто рассматривал законопроект. Джуркенеш входят депутаты, они пытаются просто выработать концепцию, которая подойдет президенту, если они согласны. Они могут отказаться, могут сказать, мы дальше вообще не будем продвигать законопроект, в принципе, мы там почитали, он не нужен он нам, да, и могут вообще его как бы дальше не двигать. У них есть ежемесячный план работы. Вы же знаете, что вот есть очередность рассмотрения, да? Есть внеочередные, есть очередные законопроекты, которые Джуркенеш смотрит. У них есть план работы, поэтому. Теперь, если вам интересно между чтениями, сколько проходит времени, между каждым чтением, 1, 2, 3, должно пройти не менее 10 дней и не более 30 дней рабочих. То есть вот в эти сроки обычно будет следующее чтение. Вам точно, конечно, никто не скажет, когда, но вот они должны уложиться в этот срок. Не менее 10, не более 30. Если вдруг Джуркенеш отклонил законопроект какой-то, его повторное рассмотрение может быть только через 6 месяцев. Здесь, конечно, большой вопрос. Тут не написано, что он должен быть там переработан и так далее. Здесь написано повторное рассмотрение. Ну, я думаю, что, наверное, если его отклонили, то вы перерабатываете в соответствии с замечаниями, потом вносите его на рассмотрение. И вот проекты, вытекающие из решений Констсуда, и в случае, если проекты какие-то НПА признаны неконституционными, они могут быть во внеочередном порядке рассмотрены. Ну, то есть там, опять же, Конституционный суд сказал, нет, соответствует Конституции, тут уже ничего не сделаешь. Нужно быстренько привести в соответствие с Конституцией, и ЖК только должен согласиться с этим. Но единственное, конечно, по итогам экспертиз, чтобы там не выходило за рамки того, что Конститут прописал, да, чтобы там не было заложено что-то новенького. Да. В случае отклонения проекта закона его повторного рассмотрения не менее 6 месяцев со дня принятия решения об отклонении, да? А вот земельный. Я тоже хотела сейчас про земельный Земельный, это вот прошлый 2 месяца, даже не было 2 месяца, и прям внесли, и даже... Да. Это написано в регламенте, у них такая процедура. Как они это исполняют, это уже другой вопрос. В регламенте написано, что через 6 месяцев можно только вернуться к рассмотрению. В регламенте это нарушение регламента? Нарушение. Я считаю, что это нарушение. Но таких, знаете, случаев, когда не соответствовало процедурным моментам регламента, было много. Я еще не видела, что что-то из этого потом в итоге они отменили или так далее. Выговор, значит, да? Надежда. Да. Сейчас практика стала такой, что во исполнении решений Конституционного суда они Вот этого не должно быть. помимо того, допустим, УПК, ГПК и так далее, да, еще свои инициативы. Угу. И вот это как раз вот этот момент обсуждалось и судьями Конституционного суда, чтобы и решения, вынесенные изменения, вносились только в рамках данного. Да, я согласна, потому что это неправильно. Есть решение конкретное о приведении в соответствии с конкретным решением НПА. Нельзя под шумок еще закидывать свои проекты, чтобы он во внеочередном порядке быстренько был рассмотрен и не отклонен. Да? Это совсем другое уже регулирование, оно должно идти по обычной процедуре. Теперь по чтениям. Да? В первом чтении депутаты смотрят только идею, концепцию. Они не обсуждают детально законопроект, они смотрят, какая его цель, да, какую идею они заложили. И вот они сначала голосуют только за идею. Вот комитет подготовил проект к первому чтению и дал какую-то рекомендацию. Мы рекомендуем там Джуркенешу одобрить концепцию законопроекта. И вот они смотрят только концепцию. После концепции они имеют право вносить свои предложения депутаты в комитет профильный. Вот они одобрили концепцию, все проголосовали, он прошел, да, в первом чтении. Теперь у них есть время, чтобы внести в комитет свои предложения. Предложения могут быть разные. Здесь, мне кажется, очень сложно работать с этим, потому что они вообще могут друг другу не соответствовать, и там надо находить консенсус, с разработчиком работать и так далее. Вот они внесли все предложения, и комитет заново заседает и готовит проект ко второму чтению со всеми этими предложениями. На втором чтении они могут смотреть все статьи с поправками, с учетом предложений, которые были внесены.
Они могут по каждой поправке обсуждать, голосовать и так далее. То есть, ну, вот здесь уже идет прям детальное содержательное обсуждение во втором чтении. Если вдруг какие-то новые поправки родились во время второго чтения, они должны вернуться обратно к этой процедуре, ко второму чтению. То есть они не могут в третье чтение уйти с новыми поправками, они должны во втором чтении еще раз рассмотреть законопроект. В третьем чтении они уже ничего не рассматривают, они просто голосуют за последнюю редакцию. Они должны проголосовать, мы принимаем закон, либо не принимаем. Если вдруг что-то все-таки они выявили, ошибки, еще что-то доработать надо, они обратно возвращаются к режиму второго чтения. То есть первое чтение — концепция, не обсуждаем содержание. Второе чтение — обсуждаем содержание. Третье чтение — голосуем за окончательную редакцию и вносим президенту. Вот четвертое чтение у них предусмотрено только в части проектов законов, в которые были внесены редакционно-технические поправки в рамках третьего чтения. Ну, там запятые неправильные, там какие-то там технические вопросы. Теперь возражение президента. Обычно вот практика какая? Президенту вносится принятый закон Джоркинеша. Президент должен его либо подписать, либо наложить вето. Зачастую президент направляет принятый закон в государственный орган, министерство, ведомство, который вот в этой части работает, и спрашивает его мнение. Ну, часто вот такой в Минюст особенно спускается: посмотрите, вот нам принятый закон пришел, скажите свое мнение. Они дают мнение, он зачастую его учитывает. И он может наложить на основании этого мнения, либо самостоятельно он накладывает вето. То есть он говорит: вот здесь недоработано, вот здесь я не согласен и так далее, и возвращает его в ЖК. У ЖК есть несколько вариантов: либо согласиться с возражениями президента и прекратить продвижение дальше закона, либо не согласиться и преодолеть вето. Этого я тоже не видела ни разу. Да, было? Я не видела что-то. На Тамбае было один раз, когда было противостояние Турага и этого президента. Ну вот, может, политически, да. Вот То есть, если вы... 13-13 год, что-то у нас такое было, когда преодоление. Там, по-моему, да, 2 раза они имеют право. Что-то типа такого было такое, противостояние было президента. Я вот не слышала. Если они преодолевают 2 раза вето, то на 3-й раз уже подписывает спикер закон. Поэтому здесь ответственность очень большая. Ну да, здесь политическая воля должна быть прям сильная у спикера, чтобы это все преодолеть и подписать от своего имени. Чаще всего это вот согласительная группа. Они собираются все, согласные, несогласные, и разработчик, и пытаются прийти к консенсусу. Обычно в возражении пишется: президент там налагает, допустим, Минюсту, обязывает Минюст выступить в качестве как бы голоса его возражения. Они в это возражение рассказывают Джоркинешу, потом Джоркинеш делает согласительную группу, они разрабатывают какую-то согласительную редакцию, которую все согласны, да, и опять направляют президенту. То есть вот этот вариант, он чаще всего встречается. Угу. Да. Это возражение президент прочитал, что он возражает, или ему кто-то подсказывает? Ну вот, да, есть его администрация, которая делает эту экспертизу, плюс он направляет в профильные государственные органы. Он спрашивает их мнение. Если это по финансам, он Минфину скидывает, говорит: вот закон приняли, посмотрите. Минфин говорит: я не согласен здесь. Или Минюсту скидывает, говорит: посмотрите. Минюст говорит: нет, здесь там не соответствует Конституции. И он может на основании их замечаний и дополнительно своих отделов подготовить цельное возражение, это как экспертиза та же самая, заключение, грубо говоря, на закон, и вернуть его в парламент и сказать: я не согласен. Вот там Минюст вам озвучит мое несогласие, вы думаете, что дальше делать. Либо согласиться с ними, либо не согласиться, либо согласительную группу сформировать. Так, вот, это было вкратце по продвижению проектов НПА.